В обществе в последнее время неспокойно. И неудивительно, что именно Общественная палата инициировала такую встречу. Открывая заседание, заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убирия обозначил несколько пунктов того, что, по мнению членов палаты, необходимо сделать для улучшения ситуации. Так как в Абхазии нет соответствующего всем требованиям места лишения свободы, было предложено провести переговоры с Российской Федерацией, чтобы преступники, совершившие тяжкие преступления, отбывали срок наказания в российских тюрьмах. Подключить к работе участковых представителей гражданского общества, создать так называемые народные дружины и, наконец, вести грамотную кадровую политику. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба призвала всех присутствующих не анализировать причины, а попытаться выработать какие-то меры для решения наболевших вопросов и разработать механизмы для налаживания плодотворного сотрудничества силовых структур и общества. Журналист и общественный деятель Надежда Венедиктова выразила сомнение, соответствует ли закон Республики Абхазия традиционным устоям. Возврат к традиционному праву невозможен, только зрелое устойчивое общество может достигнуть уровня развитого правового государства, считает она. Сократ Джинджоля не согласился с таким мнением и заметил, что у абхазских традиций глубоко нравственные корни, и только объединив наши традиционные взгляды на воспитание и современные методы борьбы с преступностью, мы сможем добиться результатов. Начиная с семьи, мы говорим о молодежи, которая вот что-то происходит. Прежде всего, с себя надо спросить, все ли мы сделали для того, чтобы вот эти молодые люди выросли в атмосфере уважения к закону, в атмосфере уважения к правам другого человека. Это и учебные заведения, это все. Конечно, нам наследство осталось после войны страшное. И преступность не сегодня она возникла, она была, просто она разные формы принимает в разное время, приспосабливается она быстрее к тому, что происходит в жизни, чем мы, которые должны бороться с ней. Генеральный прокурор Зураб Ачба подробно проинформировал о ходе расследований по фактам преступлений в отношении семьи Джигамази. Отец девушки находится в розыске. Что касается расследования убийства, имевшего место в Гагре, подозреваемый задержан, ведется следствие. Член Общественной палаты Абхазии Руслан Хашиг отметил, что необходимо как можно чаще и подробнее информировать общество о ходе расследований громких дел, чтобы не допускать распространения слухов и домыслов. А журналисты готовы к плодотворному сотрудничеству. Рита Лолуа выразила обеспокоенность тем, что обострение нынешней криминогенной ситуации некоторые силы пытаются перенаправить в политическое русло. Такой подход неприемлем. Каждый должен нести ответственность за совершенные преступления вне зависимости от должности и принадлежности к тем или иным партиям, высказала убеждение Рита Лолуа. Давайте это не будем превращать в политику, а все вместе объединившись, встанем и будем бороться с этой проблемой. Депутат парламента Батал Табагуа в своем выступлении отметил, что проблема с криминогенной обстановкой в стране назрела не сейчас. Она существует давно. Депутат предложил направить все возможные силы на стимуляцию работы сотрудников внутренних дел и службы госбезопасности. Мы должны поддерживать всех руководителей этих ведомств, встать рядом. Нигде в мире Министерство внутренних дел или служба безопасности самостоятельно все вопросы решить не может. Общественность должна поддержать. На наш взгляд, есть предложение о том, что, возможно, мы выйдем с предложениями к президенту и так далее. Может быть, есть смысл отказаться от некоторых проектов, найти деньги и создать мощное Министерство внутренних дел. Очень эмоциональной была речь самого молодого члена Общественной палаты Алхаса Хварцки. Он предложил самым жестким способом бороться со взяточничеством на всех уровнях. И именно это, по его мнению, будет способствовать решению многих проблем. На заседании было зачитано обращение Общественной палаты к президенту. В нем предложено создать систему действенного общественного контроля. Для этого необходимо создание общественных советов при МВД и Генеральной прокуратуре. Налаживание эффективного взаимодействия граждан с правоохранительными органами будет способствовать не только раскрытию преступлений, но и позволит более полно учитывать потребности и интересы граждан Абхазии при формировании и реализации государственной политики в области борьбы с криминальными проявлениями, говорится в обращении. Затем слово взял президент. Отвечая на предложение Даниила Убирия об отбывании наказания наших заключенных в российских тюрьмах, Рауль Хаджимба отметил, что об этом не может быть и речи.
В данное время идет конкретная работа по решению вопроса строительства тюрьмы, соответствующей всем нормативам и требованиям, отметил Рауль Хаджимба. Также практически готов проект закона по борьбе с организованной преступностью, и в ближайшее время он будет направлен в парламент. Очень серьезную работу нужно провести по проблемам наркомании. Санкции, которые предусмотрены законом, в некоторых случаях не соответствуют масштабам проблемы, сказал президент. Не могу согласиться с той позицией, когда говорят о том, что авторитет власти сегодня упал. Авторитет власти падает уже давно, к сожалению. И то, что мы все эти годы имели, это следствие как раз-таки того, что заметил Батал Иванович. Борьба в политическом пылу привела к тому, что мы перестали уважать институты власти. Мы их обесценили. И сегодня, когда пытаются на этом спекулировать отдельно взятые люди, как раз-таки это приводит к тому, что мы еще дальше закапываем эту власть. Сегодня о проблемах преступности заговорили преступники. Они стали родителями. О проблемах наркомании говорят наркоманы. О морали говорят аморальные некоторые люди. Однозначно, такая встреча должна иметь результат. Все присутствовавшие на заседании сошлись во мнении, что только объединив усилия общества и представителей власти, можно достигнуть определенных успехов в решении наболевших проблем, особенно что касается криминогенной обстановки.